Hayırlı saatler, hürmetli milletteşler. Hezde Silivri Başkurtlarının ütkenen, bugünkühün hem kilesegen sağıldırgan Уралым тапшырыуында сәлемләйбез. Хаумыгыз. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы рады приветствовать вас на главной передаче «Башкир» Челябинской области в программе «Уралым». Челябинцы получили книги на башкирском языке. Олар шул тиклем башкорттар. Аргаяш башкорт курултайы 20 еллык юбилеен билдәләнә. Все члены Курултая настолько ответственно относятся. Начинается сабантуйная пора. Общество женщин Башкортостана собрало книги на башкирском языке для Челябинской области. Завершилась акция по сбору книг, объявленная обществом башкирских женщин. В результате в Челябинскую область из Башкортостана отправили около 5000 книг. Среди них художественная, научная, методическая литература, учебные пособия. Все книги были упакованы в фирменные пакеты. Олар шул тиклем башкорттар. Ысынлапта олар тамырдарын белә. Үзләренең кем икәнлеген исбат итеп, ошо үзләренең җирләрендә башкорт булып яшәй. Первым подарком с республики получил председатель башкирского Курултая Кунашакского района Хабрахман Мансуров. По данным местной администрации, в районе около 1000 детей обучаются башкирскому языку. А в поселке Мая, где проживает Хабрахман Хизберович, ведутся курсы по изучению родной культуры и языка, преподается игра на курае, и дети изучают народный фольклор, резьбу по дереву. Көп мероприятиялар өткөрүлөт, фестивальдар. Бәтін Нақышок районда бигрәк эштей литературное объединение, шигырьләр яһалар. Организаторы уверены, что данная акция принесет заветные плоды и планируют в ближайшее время собрать книги на башкирском языке и для других регионов России, где компактно проживает башкирское население. Дом дружбы народов Челябинской области отметил свое 15-летие. Юбиляров поздравили и башкирские организации Южного Урала. В рамках празднования 15-летней деятельности Дома дружбы народов Челябинской области прошел семинар для руководителей и активистов национально-культурных объединений. Более 150 человек прошли тренинг на тему «Спеши делать добро», посвященный Году добровольцев России. Посмотрели выступления гостевых коллективов, оркестра русских народных инструментов «Синегорье», фолк-проекта «Сам четверг», ансамбля «Два кота». Затем состоялся концерт поздравления под названием «15 лет вместе». Ведется огромная совместная работа. Потому что действительно есть такие проекты, которые уже стали знаковыми брендовыми. Это такие фестивали, как Сабантуй, это областной фестиваль казахской культуры Туганжер, это праздник Масленица. У нас сложилась атмосфера того, что мы и не выезжали за пределы Костанайской области, настолько все здесь такое же родное, настолько у нас много общего между нашими народами, странами. Среди 52 национально-культурных объединений из 18 муниципальных образований Челябинской области были и башкирские центры. Это областной башкирский Курултай и его филиалы в Аргаяшском и Кунашакском, Машинском и Верхнем Уфалее. Мы являемся партнерами Дома дружбы народов Челябинской области. Мы стараемся поддерживать мероприятия, которые направлены на сохранение традиции и культуры башкирского народа. На протяжении 15 лет Дом дружбы занимается пропагандой глубокого уважения к культуре, религии, традициям и обычаям 130 национальностей, проживающих на Южном Урале. Студия танца Милены Махмутовой радует новыми победами на международных фестивалях и конкурсах. В чем же секрет успеха башкирского танца? Узнаем далее. Отточенное мастерство танцоров, глубокий смысл, заложенный в сюжет композиции. Вот изюминка башкирских народных танцев. Образ танцора, его мимика, настроение и костюмы также важны в номере, уверяет хореограф Милена Махмутова. Потихонечку у детей прививаю не только татаро-башкирским танцам, но и чтобы они знали другие национальности. Это цыганские, испанские, камчатские, северные танцы, ирландские, итальянские танцы. Вот, кстати, мы в этот раз уже начали итальянский учить танец. Детям очень нравится. Идея создания студии танца у Милены Махмутовой возникла давно. У девушки была мечта – передать свой опыт подрастающему поколению, дать возможность детям окунуться в мир искусства. В декабре 2016 года при продюсерском центре «Юндос» возникла студия танца народов мира. Был объявлен набор и открылись младшая, средняя и старшая группы на базе Дворца культуры строителей общественного движения «Соцгород». Приглашаю вас всех, уважаемые челябинцы, к нам в школу.
школу, студия танца Милены Махмутовой, Тракторозаводский район, также Металлургический район. В наш коллектив можно записаться в любое время, то есть не именно с августа месяца, да, а в течение всего года. Пришли с дочкой посмотреть просто, как дети занимаются, ей понравилось, и начали ходить. Я нашла эту студию танцев через соцсети, решила сначала своего сына отправить, Руслана, так как у него было переполнение эмоций, нужно было куда-то отдать. А затем и дочка захотела, начала проситься. Ну, я смотрю, она тоже перед телевизором всегда танцует, устраивает концерты, и начала тоже ее водить. За это время в концертном зале ДК «Строители» организованы 2 больших концерта – отчетный и большой новогодний. Воспитанники студии с момента открытия участвуют и побеждают в международных конкурсах, таких как «БАИК», «Казань лучезарная», «Музыка весны». Когда я был в садике, я показал воспитательницам, как я научился танцевать. Ну, я видел там по телевизору «БАИК», конкурс был. Я показал воспитательницам. В это время как раз Милена Гарифоловна, наш хореограф, была в садике. Милену Гарифоловну вызвали, я показала, как я танцую. Танец был очень смешной, который я ей показал, потому что я сам его выдумал. После этого, как я танцевал, меня повели в какую-то другую группу, и там показали Лизу, первую девочку, с которой я танцевал. С детства я любила танцевать и привлекло это внимание. И сейчас на протяжении 10 лет я занимаюсь танцами. Уже занимаюсь лет 6 у Милены Гарифоловны. Танцы мне дают хорошую осанку, красивую фигуру, гибкость. Милена Гарифоловна очень хороший преподаватель. Может и наругать, может и похвалить, и в жизни всегда поможет. Строгий преподаватель, а в поездках хорошая подруга. Она всегда нас поддерживает в поездках. Там скажет хорошее слово перед выступлением. Впереди у студии танца Милены Махмутовой большие планы. Участники готовят новые номера, костюмы и ждут в своих рядах новых талантов, готовых развиваться и покорить своим искусством весь мир. Аргаяш башкорт курултайы 2 титтә еллык эшмәкәрлегенә йомгак яһаны. Безнең иҗади төркемдә юбилей сараһында булды. Аргаяш башкорт курултайы 1997 елда барлыкка килә. Юбилейга багышланган сараны оешма агзалары быел үткәрергә карар итә. Собрала людей, посоветовались и решили, давайте вначале мы проведем какой-нибудь развлекательный вечер, чтобы людей побольше привлечь, людям было интересно. Ну вот такие вечера стали, тематические вечера проводить. Вот они и пошли у нас в мероприятие. Мәрзия Исмаил кызы курултай эше башланган осырын хакынып итләй. Уның устазлары рәтендә профессор Дамир Вәлиев кеүек шәхестәр була. Силәбе башкортларының язмышын, йолаларын беренчеләрдән булып фәнни кимәлдә өйрәнүче галим Аргаяш курултай язмышында зур эт калдырган. Я не могу сказать, выделить людей, которые хуже работают. Вот что удивительно, все члены курултая настолько ответственно относятся, настолько хорошо работают. Я горжусь ими. Халык араһында йөрү, уның уй-нияттәрен аңлау, аһзарын ишетә белү Аргаяш курултайының төп коралы. Шуңа ла җәмгыять оешмаһының эше алга киткән. Улар төрле конкурс, фестивальләрдә әүдем катнаша. Үзләренең милли проектлары бар. Мәрзия Исмагиловна мине мәктәптән килеп алды. Әйдә говорит, курултайга безнең нигә кер. Шул курултайга әйдә без Аргаяшский сельский поселениелар бергә йыелып начали работу. Туган телде хаклау, үстерү өлкәһендә лә курултайдар күптән эшләй. Уларның тырышлыгы аркаһында Силәбе өлкәһендә башкорт КВН лигаһы барлыкка килә. Фольклор төркеме Гүзәлем борынгы юла, гореф-гадәт өлгеләрен зур сәхнәләргә сыгара. Попала я сюда, может быть, даже случайно, потому что я очень хотела, желание было петь, потому что я видела, есть у нас при ДК вокальная группа «Гузалем». И благодаря Мәрзия Исмагиловне, она через кого-то на меня, в общем, нашла она меня, и она меня позвала. Мы составляем план мероприятий на год, план работы и проводим мероприятия. Юбилейга багышланган сарага Силәбенән, Екатеринбург калаһынан, өлкәнең башка төрле төбәкләреннән кунаклар килде. Улар аргаяштарның эшен югары баһаланы. Сюда приехали представители практически со всех уголков
Челябинской области. Это говорит о том, что люди знают, уважают Курултай села Аргаяш. И совместная работа просто укрепляет нашу дружбу и дает нам возможность совершать гораздо больше, чем если бы мы работали в одиночку. Башкортлардың тарихын, яшәешен сакылдырган музей экспонаттарын кунактар ҙур ҡыҙыҡһыныу менән күҙәтте. Сара байрам концерты менән тамамланды. Завершился гастрольный тур Эрика Нугуманова по Челябинской области. Известный артист Республики Башкортостан Эрик Нугуманов не раз выступал с концертами на Южном Урале. И каждый раз звезда башкирской эстрады с восхищением отзывается о челябинской публике. Элекке боронго башкорт халкының рухы турып калган менә, ошол ягыма окшой. Элеккеге кески вакытта ярдарын тыңлай туганым. Хәзер оннан бер сахнага чыгып кинәнәм. Эрик Нугуманов спел как известные хиты, так и новые песни. Его композиции, как «Салдар Ага» и многие другие, теперь звучат и в исполнении Радика Юльякшина. Более того, Эрик Нугуманов одно время был продюсером российской звезды. Шатландып, күңелдүү булды, яхшы, матур. Бик окшаны менің Эрик Нугуманов, менің дискта бар, менің телефонда ла. Гүлнас Бекбулатова мандерде алар. Мен яман окшай шал ярдар. Киләле килтеген ярдары. С детства эти песни слушаем с родителями, поэтому очень хотелось послушать вживую. И очень душевно. В дальнейшем Эрик Нугуманов планирует новый гастрольный тур по области. Следите за информацией в социальных сетях Уралы. 27 мая в 13 часов в ДК «Строители» состоится финал этноконкурса «Уральский батыр». В программе торжественный концерт с участием звезд башкирской эстрады, конкурсы и розыгрыши, показ видеороликов с конкурса, а также награждение победителей. Вход бесплатный. Череду самого яркого праздника тюркских народов Сабантуй открывает 14-й Уральский культурно-спортивный фестиваль «Дети мира» в лучах сабантуйной мозаики. 3 июня в 11:30 двор сад имени Пушкина. Вход бесплатный. Наша передача подошла к концу. Смотрите нас на канале ОТВ. До новых встреч!